Так, ну что, приступим. Роман ушел сразу ниже переката. Я остановился здесь. Сейчас попробую тут обловить. А потом спущусь к нему. Интересует, вот здесь вот струя вот отбивается. Пару лет назад здесь клевала. Значит, что по воде? Вода стала чище относительно прошлых выходных. И уровень воды упал. И трава поднялась. Пучки травы. Пока сюда сейчас спускался, видел, голавль бухал 2-3 раза. Мощные были всплески. Время сейчас у нас 17 часов. Приехали на вечерку, потому что жара страшная, так скажем, аномальная. Давайте попробуем вот здесь на бурлилке. Поставил эльмину. Есть! Видали? Ничего себе. И так, блин, от жары, блин, сердце давит. Блин, и такая поклевка мощная. Фух. Нифига себе. И вот первая поклевочка. Блин, от жары аж ноги сводит. Фу. Вон там, да? Есть. Видели? Со свечкой, на. Там струя отбивается маленько. Нашелся, да? Бродяга. Сюда иди. Завел куда-то там в траву. Здесь еще течение, блин. Давай, выходим, выходим. Все хотят на тебя посмотреть, мой хороший. Нашелся, да? На куда жара такая давит? Должен быть на струе. Не особо крупная рыба. Но это первый голавлик сегодняшней рыбалки. Фух. Вот он какой, ребятки. Первый голавлик сегодняшней рыбалки на эльмину. Давайте скорее его отпустим. Все, убежал. Эльмину 44. Считаю, это, ну, такая вот хорошая приманка, дальнобойная. Очень прикольно. Так, ну что, была одна поклевка у нас со сходом и одна поклевка с поимкой. Думаю, что мы нашли с вами стояночку головля. Вон туда. Там маленечко струя отбивается от основного потока. Пот течет по лицу, блин. Фу. Очень жарко. В такую жару голавль, в принципе, должен быть на перекате. Если в те выходные, так скажем, на струе я поймал только одного, основную поймал, вот где Роман сейчас стоит там. Потом спросим, как у него там дела обстоят.
Но к нему тоже спустимся, конечно. Оба. Это уже вот выход из переката здесь. Основная бурлилка. И пошел выход. Где стоит Роман, там приямок. Блин, очень тяжело, блин, прям на сердце давит от такой жары. Как бы не получить солнечный удар. Но. Поэтому поехали уже на рыбалку после обеда, чтобы не так жарило, но лупит, будь здоров. Но нужно попить сейчас водичкой обязательно. Прям дыхание сбивается. Попробуем обстрим. Опа. Есть. На меня пошел. Сидит, не сопротивляется, по течению идет на меня. Ну, не крупный, мелкий. Ух, давно таких маленьких не ловил. Такие маленькие, они самые опасные. Ну-ка, стой. В замок клюнул. Да что такое? Все, смотрите, маленький голавлик, ребятки, вот такой вот, крошка. Тоже его отпустим. Там отбивается струя тоже, я ее там облавливал на снос. Пару лет назад у меня там хорошие голавлики клевали, но почему-то нифига, да? А вот сейчас сменил позицию и апстрим туда бросил, и все-таки стоит там рыбка. Ну, маленькая. Есть еще один. Но тоже не крупный, слушайте. Покрупнее этого. Но это окунь. Ребята, это... отвалился. Был окушок. Ух. Сзади вон голавль пытался съесть ручейник, что или что это вот эти синие бабочки. Так, ну что, рыбка найдена, да? Где-то вот здесь она тут. Голавлики, окушок. О, была поклевка. Ага. Смотрите, что тут на каждой проводке, да? Поклевывает. Делаю забросы по дуре с берега туда и на снос. Да. Ну, уже поинтереснее рыбалочка пошла. В прошлые выходные мне удалось поймать здесь головля почти на 200 кг. Это уже такой трофейчик здесь. Нет.
Что это за цеп? Вот только вот этого не хватало, ребят. Ох. Да, интересно, у Ромки там как дела, блин. Он уже там относительно на тихой воде. Клюет, не клюет у него там. Ну ладно, что, неплохо. Поклевочки здесь увидели, это уже хорошо. Конечно, можно еще сменить приманочку, попробовать. Может быть, эту больше кушать не хотят. Заякорился прямо на бурлилке. Спустился тут метров вот на 10 пониже, наверное. Сейчас попробуем тут и пойдем туда к Роману. Узнаем, как у него там клюет, не клюет, чего. Он облавливает приямок там. После переката этого там хоп, вымыено там. Опа! Потому что здесь больше не клюет. Поменял кучу воблеров. Поклевок больше нет. Иду с плавом до Романа, и голавлик маленький клюнул. Думаю, снимать не буду, там это, батарейка садится, надо к пауэрбанку подключиться. Думаю, покидаю так, пока до Ромки иду. С такой поклевкой, с мощной, в принципе, клюнул. Вот такой вот. Опять что-то маленький. Где крупный-то? Отпускаем. Так, сейчас подойдем к Роману, узнаем, что у него. Ну что, Роман? 3 головля, 6 окуней. Ничего себе, у Романа тут клюет. Притаился. Вот те раз. А голавлик крупный, нет? Один мелкий попал. 2 вот здесь попали. Понятно. Я тоже там 3, что ли, поймал головля. Одного окушка. Ну, тоже мелкие. На окушки. Вот окунь один нормальный, там такой, ну, хороший килобат. Ну тоже у меня, ну, он... Пиписечный. Ага, ну тоже возле лодки отвалился. Такой был грамм на 200-250, я думаю. А приманки какие? Ну, с заглублением? Нет, до метра. Вот сейчас поставил диповый. Короче, Цепляется, да? да. То есть вода подупала, видно, что Вода упала, да. И, ну и попрозрачнее немного. метров 50 где-то немножко. Понятно. У Романа тоже нет-нет поклевывает. А у меня на Эльмину 44 все поклевки. Ну, это обычный с лопаткой, с обычной? Ну, обычный, да, вот 44 Эльмину. Не,
такой. Вот только на него пока. Вот. Да, другие пробовал, нифига не клюет ничего. У меня вот я видео как бы записал. Ну, правда, на маленьком, на куске, но вот тоже этот гад, Фрэнки Крэнк. Это от Pontoon 21, более дешевая линейка. Вот. Купил вообще за понты, короче, грубо говоря, что-то 270 рублей отдал. Ну, правда, что, наверное, года 2 назад. Блин, ну сколько раз он выручал меня, как бы, и вообще играет хорошо. Такая... Ну, рыбалка на головля она такая. Сегодня на одни приманки клюет, завтра на другие, блин. Все, поднимаемся к перекату. У Романа Ямаха трехсильная. А у меня электромоторчик. Скорость на полном ходу моей лодки где-то 5-6 километров в час. Так вот, если немного поперемещаться, вот, ну, нужно, как бы, ну, в принципе, самое то. Лодка собирается и разбирается очень быстро. Лодка, кстати, Ботмастер, Эгоист Люкс. 2,50 размер. Лавочку вторую дополнительно покупал. Вот. Моторчик Water Snake 30 ЛБС. Питается от 12-вольтового аккумулятора глубокого разряда. Батарейки хватает, ну, на 2-3 рыбалки, в зависимости от того, как активно перемещаюсь. Заряжаю аккумулятор в сервисе. Зарядка аккумулятора стоит 100 рублей. Ну все, поднимаемся потихонечку, наверное, туда, на перекат. Была хорошая поклевка вот по правому берегу, но без реализации. По левому берегу вот сплавом сейчас бросали, ни у меня, ни у Романа, ни потычки. Наконец-то, ребята, дождался, но рыба не крупная. Поменял несколько воблеров, блин. На чабика клюнул вот в этот раз. И опять не крупный. У Романа сейчас, говорит, клюнуло где-то там на полкило. Сам отвалится, нет? Голавль. Сегодня что-то маленькие только клюют. Так. Опа. За нос попался. Опа. О, смотри-ка, маленький какой. Давненько такие маленькие не клевали. И на чабика. Сейчас кидал, и с нитками его кидал, и другие воблеры. Нифига не отзывался. А на чабика вот отозвался, на черненького. Но почему-то крупного нету, блин. Одна мелочь. Солнышко садится, блин, становится комфортно, блин. Ух, кто-то вон там кого-то гоняет. Может, вечерний выход будет. Роман у меня он там ниже по течению опять все приямок прессует. Да, рыбалочка такая. Жара, конечно, страшная, очень тяжело на воде.
Опа. О, Роман еще он одного поймал. Ну вот и мне попался тоже голавлик. Тащит. Большой. Спущусь сейчас тоже к нему. Обуривай Романа. Ну, он сейчас снимет на телефон, я потом вставлю. Если у нее там удастся что-то заснять. Смотрите-ка, что. У Романа очередная поклевка здесь. Вот спустя 5 минут порадовал еще один на закате. Такой. Да, очередной голавль. Хорошенький. Сергей Сергеевич у нас там тоже что-то отлавливает. Роман подобрал приманку. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. На ютубе, да. Можете помахать рукой. Ютубу. Мы снимаем на видео. На видео снимаем. Ребята, короче, я на электромоторе не смог отсюда выбраться. Роман вернулся и взял меня на буксир.